Здравствуйте, в эфире новости, в студии Султания Истакаева. Сегодня в программе. Реализация национальных проектов. В Коктебеле отремонтировали 5 километров трассы. Новые автобусы для комфортной перевозки крымских школьников. Высокая урожайность соцветий подсолнуха в Крыму. Как производится масло на единственном заводе республики. Крымско-татарский ансамбль «Атеш» отмечает 3-летие, результаты и достижения. Крым стал важным культурным центром России. Более 2,5 миллиона человек посетили Крымский музей с начала текущего года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. За 8 месяцев на полуострове реализовано больше 30 фестивальных проектов и проведено более 600 культурных акций. Около 500 мероприятий прошло в сфере кинематографа, а их зрительская аудитория превысила 27 тысяч человек. Кроме этого, республиканские власти за первое полугодие оказали содействие больше чем 30 кинокомпаний в подготовке и проведении съемок на территории Крыма. Порядка 60% посещений традиционно приходится на период высокого курортного сезона. Посещаемость музейных учреждений выросла с 2015 года более чем на треть. И еще важная цифра. В этом году музеи Крыма посетили 600 тысяч детей. Это на 10% выше прошлогоднего показателя. В соответствии с постановлением Совета министров республики, дети независимо от гражданства могут посещать крымские музеи бесплатно. Это одни из факторов развития детского туризма. В начале учебного года более 15 сельских школ Крыма получили новый транспорт. Это около 30 новых автобусов российского производства. Оборудованы они по современным стандартам. Ограничители скорости, ремни безопасности, спутниковая навигация и тахограф. Вручение сертификатов прошло сегодня на территории автотранспортного техникума. В торжественной церемонии передачи принял участие министр образования Наталья Гончарова. По ее словам, обновление автопарка идет по федеральной программе «Школьный автобус». В учебные учреждения республики подвозят более 20 тысяч детей, поэтому закупка транспорта продолжается. Мы, согласно всем правилам и закону, сегодня на 100% обеспечены. И речь идет сегодня уже только об обновлении автопарка, об улучшении оказания данной услуги. Что касается бюджета 2020-2021 годов, по поручению главы республики Сергея Валерьевича нами составлен бюджетный запрос на 20 и 30 автобусов, соответственно, в последующие годы. Но это тоже уже речь идет только об обновлении. Бахчисарайский район получил самое большое количество автобусов. Главы муниципалитета уже решили, как будут их распределять. Великолепный автобус, очень такой комфортный, удобный, кресла мягкие, да, и такой компактный, как раз это те автобусы, которые пройдут по нашим горным дорогам. 4 из них, из этих автобусов, будут направлены в 5-ю школу. Эта школа у нас с русским и крымско-татарским языками обучения. Дети стекаются со всего района в эту школу для того, чтобы изучать родной язык. Так вот, с этой целью для качественного, хорошего изучения своего родного языка мы 4 автобуса отдаем 5-й школе. А 1 автобус пойдет в железнодорожнинскую школу. Более 40 миллионов рублей потратили на ремонт 5-километровой трассы в поселке городского типа Коктебель. Это первый участок, который сдали в эксплуатацию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие восстановили асфальт и тротуары, нанесли разметки, установили пешеходные переходы. Подрядчик использовал современные технологии покрытия федеральных магистралей. Параллельно мы решили ряд основных таких вопросов, которые важны для Коктебеля. Это мы восстановили все тротуары и дополнительно отсыпали дорогу, подъезд к джазовому фестивалю. На сегодняшний момент все работы завершены, никаких нареканий к качеству нету, все могут воспользоваться данной дорогой. Гарантия на новое дорожное покрытие 4 года. Также ведутся работы по капитальному ремонту 4 километров трассы Симферополь-Феодосия до села Синекаменка. Уже в ноябре будет готова проезжая часть. Ведется планомерная работа по доведению до нормативного состояния всех межмуниципальных и региональных дорог Республики Крым. Поэтому данный отрезок дорог, он засчитывается в общий показатель, и мы идем к тому, чтобы достичь тех показателей, которые ставит перед нами Российская Федерация. То есть 173 километра в этом году будет ремонтирован?
Детскому хирургу, доктору медицинских наук, профессору Гирею Баирову установили памятник. Бронзовый бюст украшает сквер в Алуште, который также назван в его честь. На торжественном открытии монумента присутствовали родственники и ученики выдающегося врача, городские власти, общественники и наш корреспондент Фатиме Сейдаметова. Подробности в сюжете. Представители крымской власти и общественники снимают накидку с памятника. Перед гостями и жителями Алушты раскрылся бронзовый бюст выдающемуся детскому хирургу, крымскому татарину. Именно в этом городе он родился в 1922 году. В детстве Гирей Баиров мечтал стать летчиком. В 1938 году закончил школу и сдал вступительные экзамены в Московский авиационный университет, но в последний момент передумал и поступил в медицинский. За 50 лет врачебной практики провел более 30 тысяч операций. Свою деятельность Гирей Баиров начал на фронте, спас тысячи жизней. После войны остался работать в Ленинграде. Там он стал основоположником детской хирургии. Первым начал лечить младенцев от разных врожденных пороков. После очень трудных, продолжительных бесед, разговоров, мы наконец-то установили памятник великому уроженцу Алушты, детскому хирургу Гирею Алиевичу Баирову. Он всегда помогал и давал советы, вспоминает Дилявер Акмулаев. В мединституте он учился по пособиям, которые издал Баиров. Познакомился с ним лично на 4-м курсе. После писал под его руководством диссертации. Он слушал мнение абсолютно всех, никому не отказывал. Он был человеком с большой буквы. Каждый мог прийти к нему за советом. Откуда бы ни приехал человек из Владивостока, Калининграда, из Казахстана, он всегда мог увидеться с Гиреем Алиевичем. О его успехах внук родного брата Гирея Баирова слышал с малых лет. Сегодня он гордится тем, что его назвали в честь выдающегося родственника. Многие из потомков пошли по его стопам. Да, у нас много врачей. Я сам тоже врач-стоматолог. Да. У нас мои дяди, отец, у меня все сыновья, внуки Гирея Алиевича, они все работают врачами в медицине. Ну, они, конечно, в Петербурге, а мы здесь, в Крыму. Теперь бюст успешного врача украшает одноименный сквер в его родном городе. Над проектом постамента скульптор Айдер Алиев работал почти 2 года. За последние полгода представил результат уже в бронзе. Здесь вот тот его возраст, который наиболее характерно отвечает его портретным сходством, его психологическому состоянию. На торжественном открытии памятника маленькие жители Алушты исполнили крымско-татарский народный танец хайтарма. Студенты Крымской медицинской академии в память о Гирее Баирове выпустили в небо белые шары. Он открыл новую часть медицины, это как детская хирургия. До Алии Гиреевича Баирова никто от детей не оперировал. Я думаю, это человек, это просто легенда. Он сделал огромный вклад в медицину и в жизни многих других людей. Эльмаз Велиева презентовала авторскую книгу, посвященную деятельности врача. Над ней она работала 3 года. На открытии автор поделилась самыми интересными фактами из книги. В конце 2016 года Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где более 40 лет работал Баиров, учредила именной почетный знак имени Гирея Алиевича Баирова. И первым обладателем и лауреатом этого знака стал его коллега и близкий друг, президент медицинской национальной палаты Леонид Михайлович Рошаль. Все обязанности по установке памятника в Алуште взяли на себя члены общественного движения «Герои Крыма». Прежде всего мы нашли средства, мы нашли людей, кто нас поддержит, нашли выход документальных актов, подали все. Все получили. Следующий монумент планируют установить в культурной столице Крыма Бахчисарае. Имя пока не афишируют, но уверяют, каждый крымский татарин знает эту личность. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Формирование мировоззрения, здорового образа жизни и совместная работа в молодежной политике Крыма. Более 200 студентов республиканских вузов собрались на конференции в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова. Круглый стол проходил в режиме вопрос-ответ. В мероприятии приняли участие ректор КИПУ и проректор по приоритетным проектам в Крымском федеральном университете имени Вернадского Сергей Додонов. Многие вопросы коснулись предоставления общежитий, наличия медпункта и строительства спортивных залов в КИПУ.
Здесь мы встречались в основном с лидерами, каждый из них представляет какую-то ячейку, какое-то направление. Это молодежные лидеры 2 университетов, и за каждым из них есть определенная, конечно, поддержка студенчества. Поэтому вот главной целью, конечно, было формирование молодежной политики. Мы приняли меморандум, где все это отражено, но и вместе с тем, с учетом предстоящих выборов, мы нацелены на то, что вся молодежь сегодня, та, которая была здесь, и наших обоих университетов, будет обозначать свою гражданскую позицию. Джанкой бьет рекорды. Почти 17 центнеров подсолнечника с гектара убирают аграрии в селе Яркое Поле. На сегодняшний день из более 1500 гектаров убрана половина. Какой процесс переработки проходит культура и как на масляном заводе Крыма изготавливают пищевой продукт? Репортаж Мухаммеда Зикирьяева. Прежде чем комбайны начнут уборку подсолнечника, директор сельхозкооператива Юрий Сучков на специальном приборе измеряет влажность семечки. Вот данный прибор, на нем мы измеряем влажность культуры. Засыпали сюда, получается, культуру. Вот влажность данной культуры 4-4,5. Это отличные показатели. Семена через проверку прошли, комбайны приступают к работе. С 7 часов утра и до самого вечера Александр Халапин на своем комбайне собирает урожай подсолнуха. Водитель техники Александр уже на протяжении 38 лет не слезает с водительского кресла. В день до 50 тонн семечек подсолнуха собирает лично. Работа, внимания просто много надо. А так работа несложная. Кондиционер работает, не жарко в кабине. Все хорошо, условия очень хорошие. Вот такой вот комбайн за 40 минут наполняет свой бункер, который вмещает в себя 3 тонны семечек. Такая машина способна убрать до 50 гектар подсолнуха в день. После сбора семена подсолнуха везут в амбары. Сейчас подключена у нас только машина очистная «Петкус». Вся остальная схема пока у нас отключена, так как идет первичная обработка подсолнечника. Здесь подсолнечник отсортировывают от шелухи и мусора. А вот это универсальный мультиочиститель. Он предназначен для перерабатывания зерна. За 1 час машина перерабатывает более 50 тонн вот таких вот семечек. Семена подсолнуха хранятся в специальных складских помещениях. Сюда не попадают лучи солнца. Оптимальная температура в амбарах должна быть 10 градусов с влажностью более 7%. Вот это уже очищено после первичной обработки семечка, которая идет, отгружается сегодня на маслоперерабатывающий завод. Первый и единственный в Крыму маслоперерабатывающий завод начал свою деятельность еще год назад. За сутки на предприятии производят до 40 тонн нерафинированного масла. В месяц такая техника перерабатывает более 3000 тонн подсолнуха. Данная технология является достаточно совершенной, позволяет получить минимальные потери и высокое качество непосредственно продукции. Можно сказать немного о наших людях, которые здесь непосредственно работают. В основном это местный персонал, люди из соседних деревень, которых мы обучаем за счет предприятия, делаем стажировки, предоставляем различные льготы. Также предприятие планирует расширяться. На предприятии работают более 40 человек, техника отечественного производства. На данный момент масло отгружают на крымские предприятия, такие как Крымхлеб, консервные заводы. Также продают масло населению. Все оборудование отечественного производителя, но оно подобрано достаточно тщательно проектным институтом, которая позволяет, опять же, нам очень бережно переработать продукцию и получить продукт, сохранив в нем самые важные, качественные показатели. Здесь достаточно высокое содержание витамина Е. Масло, как мы с вами уже видели, имеет достаточно хороший цвет. Мы входим в первый сорт по всем показателям. И, конечно же, отбоя покупателей у нас нет. Крымские аграрии одними из первых в России приступили к уборке подсолнечника. Из 3000 гектаров полей уже собрано 5000 тонн. Урожайность составила 15% с гектара. В этом году планируют собрать более 1 миллиона тысяч тонн подсолнечника. Мухаммед Зикирьяев, Виталий Голубев, телеканал «Милет».
Крымская госавтоинспекция с помощью технического средства «Паркон» зафиксировала более 7 тысяч нарушений. Сейчас такой мобильный аппаратно-программный комплекс работает в городах Евпатория, Керчь, Ялта, Саки, Симферополь, Судак и в Симферопольском районе. Это позволило сотрудникам госавтоинспекции ежедневно выявлять водителей, нарушающих правила остановки и стоянки автотранспортных средств. Напоминаем, что за нарушение правил остановки и стоянки в Российской Федерации предусмотрена административная ответственность по статье 12.16.4 в виде административного штрафа в сумме 1500 рублей. Также в течение 20 дней с момента вынесения постановления вы имеете право оплатить штраф с 50% скидкой. В ритме хайтармы ансамбль крымско-татарского танца «Атеш» отметил свое 3-летие. За столь короткое время руководитель ансамбля Медат Халилов обучил национальному танцу почти 300 детей. Свои успехи они продемонстрировали на праздничном концерте. Их выступление увидела и наша съемочная группа. Агыроваве хайтарма – один из самых древних и любимых танцев крымских татар. Он начинается с медленной мелодии и завершается энергичной хайтармой в музыкальном сопровождении группы «Заман Бенд». Полный зал зрителей, бурные аплодисменты. Отметить праздник с молодым коллективом приехало более 200 человек. На сцене выступают известные крымско-татарские исполнители. Вот эти немного забавные, забывчивые танцоры – самые младшие в ансамбле. На сцену вышли второй раз. «Атеш» с крымско-татарского переводится как «огонь». Всего за 3 года своего существования ансамбль с таким ярким названием воспитал и научил танцевать национальную крымско-татарскую хайтарму почти 300 детей. Шестилетний Юсуф Абибулаев занимается в ансамбле 2-й год. Говорит, танцевать очень нравится и даже выбрал любимые номера. Я начинал с улыбки. У меня всего 2 костюма, я в них танцую и другие танцы тоже. Эдия Хайбулаева танцует в ансамбле с самого его первого дня. Больше всего юной солистке нравится гастролировать дружной танцевальной семьей. Мы ездим в города, в страны, чтобы танцевать. Мы ездили в Москву, Краснодар, Сочи. Вместе с Эдие на первое занятие пришел и Эмиль Муртазаев. Научиться крымско-татарскому танцу мечтал с детства. Помнит каждое выступление, их дебютный сольный концерт. Солист уверен, ансамбль завоюет еще много наград. Для меня Атеш – это мое сердце, моя вторая семья. И Медат Халилов, Медат Ага, он для меня второй отец. Сам Медат Халилов с улыбкой вспоминает свое первое занятие. История его ансамбля началась с 5-6 человек. Кто-то из них плачет, кто-то боится, а кто-то балуется. И не знаешь, как это собрать в кучу. А на сегодняшний день, да, конечно, получается. И общие репетиции на 260 детей собрать, провести. Медат Халилов занимался и гимнастикой, и современными танцами, затем остановился на крымско-татарских. Такую же огромную любовь к своей культуре воспитывает в своих учениках. Раньше было так, что дети приходили и спрашивали: а вы научите нас лезгинки? Кто-то спрашивал еще какие-то разные танцы. Да, конечно, Баларж, научим, заходите, проходите. Главное, чтобы они зашли. Когда они заходили, после первых занятий, конечно же, они забывали о остальных танцах. Они начинали любить именно свой крымско-татарский танец. Атеш маленькими, но успешными шагами продвигается к своей мечте – стать самым известным крымско-татарским ансамблем во всем мире. Фатиме Сейдаметова, Асан Зевадинов, телеканал «Миллет». В поселке Советский открыли новый ЗАГС. На капитальный ремонт потратили около 10 миллионов рублей из республиканского бюджета. Теперь местные жители смогут создавать семьи, регистрировать рождение ребенка и свадебные юбилеи в современном здании. На торжественном открытии побывала и наш корреспондент Севиля Меметова. Давайте, ура! Красная лента перерезана. Теперь в поселке Советский новый ЗАГС. Буквально полгода назад на этом месте было заброшенное здание. Сейчас все оборудовано по самым современным технологиям. Обошлось это в 10 миллионов рублей. В эту сумму входила полностью реконструкция здания и благоустройство. В благоустройство входило также забор, брусчатка, скамеечки. Озеленение уже делалось работниками ЗАГСа самим.
Наталья и Владимир Зариповы – первая пара, которая расписалась в Советском районе. Сегодня они почетные гости мероприятия. Сегодня мы открываем новый ЗАГС. Мы прожили 41 год. И прожили мы под девизом стихов Степана Щипачева. «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, но вместе нужно жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Вот с этими словами мы эти слова пронесли через всю жизнь. С 2016 года капитальный ремонт сделали в 7 ЗАГСах Крыма, а за последний год в республике появилось около 15 тысяч молодых семей. Из них 85 браков в поселке Советский. На сегодняшний день штат Советского районного отдела ЗАГС составляет 3 человека. Заведующий отделом, консультант отдела и главный специалист, которые оказывают населению 12 государственных услуг. В архиве районного ЗАГСа хранятся все данные еще с 1946 года. Сегодня это около 100 тысяч записей актов гражданского состояния. Главное место ЗАГСа – зал торжественных событий. Именно здесь жители всего Советского района будут создавать новые семьи, регистрировать детей и отмечать свадебные юбилеи. В поселке Советский проживает около 32 тысяч людей. Для каждого из них открытие ЗАГСа – одно из главных и знаковых событий. Это еще один бриллиант в короне Советского района, который засиял. И мы надеемся, что здесь будут качественно и квалифицированно предоставлены все государственные услуги. Помимо экскурсий, для гостей была организована концертная программа, в которой приняли участие все заведующие ЗАГСов республики. Также организаторы подготовили танцевальные и вокальные номера. По окончанию мероприятия юбиляры и гости праздника выпустили в небо белых голубей. Именно они символизируют мир и верность в семье. По словам сотрудников ЗАГСа, благодаря этой традиции с каждым годом число брачующихся только увеличивается. Севиля Меметова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Крым будет радовать своих жителей теплой погодой недолго. Уже сегодня на территории полуострова проходит холодный фронтальный раздел. Он принес дожди, грозы и понижение температуры воздуха до 26 градусов. А выходные пройдут без осадков. С понедельника крымчан снова ждет теплая погода. В следующей неделе снова будет тепло, 25-30 без осадков. И лето продолжается, и бархатный сезон продолжается, и вода теплая, западное побережье 22 градуса, южный берег Крыма 24. Жить здорово! По прогнозу Гидрометцентра, с середины сентября ожидается значительное похолодание. В середине месяца, 15-16 сентября, все-таки похолодает не так, как сейчас, незначительно, а значительно. 18-23 градуса будет держаться максимальная температура воздуха, и пройдут такие затяжные дожди. Гонлюм Ерлай, душа поет. В городе Саки прошел концерт крымско-татарского ансамбля «Крым». Солисты исполнили старинные народные песни, а танцоры подготовили колоритные хореографические постановки. Насладилась крымско-татарская музыка и наша съемочная группа. На сцене уже готовы инструменты, зажжен свет. За кулисами идут последние приготовления артистов. Концерт ансамбля «Крым» вот-вот начнется. Бархатный занавес открыт. На сцене Дома культуры города Саки ансамбль «Крым». 12 танцоров на сцене исполняют крымско-татарские танцы под аккомпанемент оркестра. Скрипка, саз и даре – музыкальные инструменты. В руках профессионалов они погружают зрителя в атмосферу старинной крымско-татарской музыки. В жизни каждого есть моменты радости и грусти, и порой очень трудно выразить то, что находится внутри, в душе человека. Но мы подобрали ключ к этому тайнику. Это наши традиционные песни, в них можно найти себя. Гонлюм Ерлай, душа поет. Концертная программа ансамбля «Крым». Она сочетает в себе народные мелодии в современной обработке. В красочном убранстве национальных костюмов, вокально-хореографические постановки. Агарава Вихайтарма, Тым-Тым, Явлух и Чобан. На сцене 7 ведущих солистов ансамбля и заслуженные артисты Крыма.
Хрым основан в 1990 году в Симферополе. Директором, художественным руководителем стал заслуженный деятель Украины и Республики Татарстан Сервер Какура. Их цель – возрождение, развитие и популяризация национального искусства крымских татар. Сейчас в творческом коллективе более 30 человек. Очень нравится ансамбль «Хрым». Вот даже дети танцуют, не могут усидеть на месте. В зале Дома культуры собралось более 150 человек. Концерт в городе прошел при поддержке Госкомнадзора и местной администрации. Эльмас Аблакимова, Эльдар Заитов, телеканал Милет. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго.